В прошлом году ВВП страны снизился на 8,6%, что стало худшим показателем за последние 14 лет. Доходная часть республиканского бюджета в этом году за 11 месяцев составила 162 миллиарда сомов, что по сравнению с 2020 годом увеличилось на 41% или на 47 миллиардов сомов. Так, Министерство экономики закрывает бюджет текущего года с профицитом более чем в 3,5 миллиарда сомов. В основном такой положительный рост обусловлен тем, что у нас восстанавливается рынок услуг и промышленность. Причиной исполнения плана республиканского бюджета на текущий год с профицитом является выявление коррупционных схем с усилением фискализации. Президент Садыр Джапаров на заседании Кабинета министров отметил о том, что при предоставлении нынешнего состава Кабмина населению было дано обещание довести консолидированный бюджет до 280 миллиардов сомов. Задача выполнена, сообщил глава государства. Бюджет боюнча айтсак, 5 жылдын ичинде эң көп чогулганы 148 миллиард сом болгон. Самое высокое пополнение бюджета за 5 лет составило 148 миллиардов сомов, тогда как доходы республиканского бюджета за 11 месяцев этого года составили 162 миллиарда сомов, что на 41% или 47 миллиардов сомов больше, чем в 2020 году. По сравнению с 11 месяцами 2019 года наблюдается увеличение на 36 миллиардов сомов. В этом году по показателям бюджета мы добились гораздо лучших результатов в сравнении с периодом без пандемии. Мы не придумывали новые налоги. Мы нашли дополнительные средства, изменив систему управления, усилив фискализацию и уменьшив коррупцию. При назначении этого Кабинета министров мы обещали народу увеличить консолидированный бюджет до 280 миллиардов сомов. Мы выполнили эту задачу. Необходимо отметить, что мы завершим этот год с 306 миллиардами сомами. Или ожидается больше на 26 миллиардов сомов. Считаем, что заложен полноценный фундамент для увеличения консолидированного бюджета до 400 миллиардов сомов в 2022 году. 2022 жылы консолидацияланган бюджеттин көрсөткүчтөрүн 400 миллиард сомго чейин жеткизүүгө толук фундамент түзүлдү деп ойлойбуз. Налог – основной источник формирования ядра государственной казны. Поэтому на высоком уровне предпринимаются попытки и ведутся работы по раскрытию теневой экономики. Ведь основная часть доходов в этом году от оптовой и розничной торговли, транспортных и логистических услуг, а также от гостиничных и ресторанных услуг. Экономист Хубан Чуроев считает, что положительным показателем стала автоматизация налоговой системы и ликвидация человеческого фактора. Увеличение налогов, она связана, это первый фактор. Это переход налоговой системы на электронную систему. То есть вот эта цифровизация, электронная система, она приводит к тому, что прозрачности, открытости. Сам налогоплательщик должен быть 100% уверен в том, что его деньги действительно идут в бюджет страны. Я считаю, что вот правосознание, сознание наших граждан платить налоги, они с каждым годом растут, и бюджет страны тоже растет благодаря вот этому налоговому правосознанию граждан, да. Экономисты считают, что благоприятные условия для налогоплательщиков также способствуют росту доходов, ведь поддержка бизнеса порождает доверие между предпринимателями и государством. В результате такой поддержки бизнес-сообщества и инвестиционной среды экономическая активность начала восстанавливаться. Согласно информации, власти планируют номинальный объем ВВП, который 3 года подряд составлял менее 600 миллиардов сомов, довести до 720 миллиардов сомов. Наргиза Нурмаметова, Айза Камчебекова, Джантай Макенов, Пирамида.